В Академии государственной службы при президенте Туркменистана состоялась научно-практическая конференция «Роль нейтралитета Туркменистана в укреплении мира и стабильности в Центральной Азии и во всем мире». Форум объединил экспертов из стран СНГ и представителей ООН, которые обсудили практическую ценность постоянного нейтралитета Туркменистана, в частности, в сферах науки, образования и межрегионального сотрудничества. Как отметил ректор Академии Анна Мрадов, за 3 десятилетия нейтралитет стал инструментом, во многом определившим вектор развития туркменского государства. Нейтралитет – это прочный мост для диалога, особенно в условиях глобализации. Он позволяет Туркменистану оставаться многообещающей нейтральной площадкой для конструктивного обмена миролюбивыми инициативами, знаниями и технологиями. her yılın 10-njy dekabr ýurdumyza halkara bir taraplyk güni toý dawara bilen uludan bellenilýär. Bu biziň halkymyz, döwletimiz üçin bir taraplygyň bahasyna ýetip bolmajak mukaddes gymmatlygyny görkezýär. Şeýle ajaýyp zamanany, baht berkararlygy, bahtiýarlygy peşkeş berip, halkyny bahtly durmuşda ýaşadýan gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, mehriban halkymyzyň hem-de ýurdumyzyň bähbedine alyp barýan beýik işler hemişe rewaçlyklary beslensin. Участники акцентировали внимание на том, что туркменский нейтралитет – это весомый вклад в региональную безопасность и достижение целей устойчивого развития. Так, особое внимание было уделено инициативам президента Сердара Бердмухамедова, озвученным на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В условиях растущих вызовов и угроз Туркменистан продолжает продвигать идеи мира и доверия через практические механизмы, от межгосударственных научных программ до совместных образовательных платформ. Нейтралитет делает нас предсказуемым и надежным партнером для всех стран Центральной Азии, отметил заслуженный дипломат Туркменистана Амангельды Рахманов. Примером такой работы стал рост академической мобильности и совместных исследований между вузами Туркменистана и соседних республик. В частности, отмечено участие ученых из Казахстана, Узбекистана и России в проектах по устойчивому развитию, гуманитарному сотрудничеству и цифровой трансформации, реализуемых при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и профильных министерств. Конференция стала очередным подтверждением того, что нейтралитет – это устойчивая основа для многосторонних инициатив. В декабре в Ашхабаде состоится крупный международный форум, посвященный 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, в рамках которого планируется расширение программы академического сотрудничества и запуск новых региональных исследовательских центров. Таким образом, нейтралитет Туркменистана, будучи не просто дипломатическим принципом, продолжает активно способствовать наращиванию научного и образовательного потенциала всей Центральной Азии.